Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу научить вас играть на курае. Но прежде я расскажу одну историю, чтобы учиться вам было веселее и интереснее. Однажды в Башкортостан приехал огромный мастер цигун, тибетский монах. И один аксакал мне рассказал, как он попросил молодого кураиста поиграть для него. Услышав первые звуки курая, он говорит, я впервые видел, как у китайца вот такие глаза стали вот такущими. Он спросил, что это? Курай, башкирский народный музыкальный инструмент. Сказал, нет, это не музыкальный инструмент. Это подарок Всевышнего вашему народу. Играя на нем правильно, вы в любое состояние можете ввести свой народ. Вы можете возвысить его до небес, а можете утратить всю силу, если будете играть на нем неправильно. Если вы будете на нем правильно играть, я могу подсказать, какую мелодию играть от какой болезни. Вы почему в санаториях и профилакториях не слушаете курай? Спросил он. А потом добавил, что все многовековые практики цигун, каждая их вибрация хранится в звуках курая. И также изобрели один аппарат, который замеряет ауру человека. И вот замерили ауру человека, играющего на курае. Результат был очень удивительным. Также генетики выяснили, что каждое обозначение генетического кода, каждая его цифра и буква, вот, например, наиболее широко распространенная среди нас, R1B, каждая буква и цифра имеет свой диапазон частот. Переведя эти частоты в килогерцы, получили определенное звучание. И проиграв как нотный стан, получили музыку. Что же есть наше внутреннее звучание, наши внутренние вибрации? Это некий огромный оркестр, который может играть веселую музыку на форте или же играть грустненькую, еле слышную мелодию в какой-нибудь минорной тональности. Попадая в организм какой-нибудь непонятный мутированный вирус, это тоже вибрация, которая может играть поперек тональности. Это же и возникает, тогда и возникает болезнь. Нам сегодня, друзья, очень как необходимо всем научиться играть на курае. Потому что этот инструмент может затмить любой международный симфонический оркестр своими чудесными вибрациями. Для начала я вам хочу показать, как извлекать звук. А теперь схематически разберем. Давайте представим, что верхние и нижние челюсти – это мои пальцы, а ногти – это зубы. Так вот, передние резцы мы вставляем инструмент между передними резцами. На правую или на левую сторону вы уже сами выберете, как вам удобно. И нижняя челюсть подставляется, вот, то есть курай опирается на нижнюю челюсть и вставляется между двумя передними резцами. Что же происходит внутри полости рта? Представим, что вот это небо, и вот здесь это зубы. Представим, что язык внутри, он тоже кончиком упирается к нижним зубам, и полость, которая располагается между небом и языком, вот этот некий коридор, это поток воздуха. Струя воздуха, идущая из легких, как можно острее должна попасть прямо внутрь инструмента. Примерно это выглядит вот так. Язык должен быть очень остренький и упругий. Не мягкий вот так, а вот так. И вот этот напор воздуха нужно направить строго в инструмент. Давайте еще раз. Верхние резцы, между ними вставляется инструмент. Напор воздуха между языком и небом направляем четко в курай. Получается вот эта струя воздуха с преломлением в инструмент и создает его звучание. А все остальное дело техники. Можно уже изучить ноты и, соответственно, играть мелодию. Если хотите поподробнее узнать информацию, можете подписаться на наши социальные сети Argomac Music. Там мы вам полностью распишем, как правильно извлекать звук и настраиваться на хорошую, позитивную волну. Будьте здоровы, друзья! Играйте на курае, вибрируйте не в тональности вируса, а в тональности счастья и здоровья.